أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Имам Раббани в своей книге «Мактубат» пишет, что Всевышний Аллах сообщает в Коране, что следовать его посланнику – это значит и есть следовать Аллаху. Стало быть, нет других вариантов без следования посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Они неразрывно связаны друг с другом. Если ты последуешь за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, ты, значит, следуешь указаниям Аллаха. И если ты следуешь указаниям Аллаха, то ты должен, значит, следовать пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Это истина. И Аллах Субхану ва Тааля неоднократно об этом утверждает, что это несомненно так. Всем необходимо запомнить, что эти два понятия неразрывно связаны друг с другом. В суре Ниса Аллах Субхану ва Тааля говорит: поистине, кто не верует в Аллаха и его посланника и желает отделить Аллаха от его посланников, говорят: мы веруем в одних, но не веруем в других. И хотят найти между ними путь. Они неверующие поистине, то есть истинно неверующие. Они не признающие Аллаха. Тот, который говорит, что я верю в Аллаха, то есть принимаю то, что написано в Коране, но не принимаю то, что он не спаслал своим посланникам. То есть те хадисы или высказывания предыдущих посланников, или есть такие течения и группы и отдельные личности, которые говорят, что хадисы придумал сам Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и мы не следуем ему, мы следуем только Корану. Аллах Субхану ва Тааля предупреждает таких людей: вы, если пойдете этим путем, принимая Коран, но отрицая хадисы, он говорит, что вы истинно неверующие. И уготовили мы неверным, говорит Аллах, унизительное наказание.